Послушай меня, благословенный сын, благословенная дочь, потому что то, чем я делюсь с тобой сегодня, не случайно, а послание любви и понимания, намеренно созданное, чтобы тронуть твою душу и побудить тебя задуматься об этой вселенной. Многие позволяют себя соблазнить узами, теряясь в отвлечениях и искушениях, которые не только отдаляют их от моей любви, но и ведут к разрушению. Вот почему я призываю вас избегать эфемерных и поверхностных путей, преобладающих в настоящее время. Мир соблазняет тебя существованием, полным желаний и удовольствий, но это лишь обманы, которые отдаляют тебя от меня и направляют твою жизнь к упадку. В настоящее время я вижу многих, поглощенных земными желаниями, следующих моде и практикам, которые приносят только страдания. Искушения разнообразны, ваш курс вводит в заблуждение. Хотя они кажутся соблазнительными и многообещающими, в конечном итоге они приводят к духовному упадку. Я прошу вас не попадаться в эти ловушки, тьма и опустошение, которые они приносят, глубоки. Не позволяйте мимолетным иллюзиям и пустым обещаниям властителя этого мира обмануть вас. Избегайте голосов, которые отвлекают ваш путь и искажают мою истину. Поймите, сын мой, дочь моя, что я не прошу вас дистанцироваться от мира, а скорее, чтобы вы не отождествляли себя с его вредными ценностями и обычаями. Вместо этого стремитесь оказывать положительное влияние на себя, делитесь моей любовью и истиной с окружающими, станьте маяком света во тьме, источником надежды в жаждущем любви мире. Гордитесь тем, что являетесь истинным последователем Христа. Комментируйте прямо сейчас: «Я гордый христианин». Помните, что, следуя моим заповедям и принципам, вы обретите внутренний мир и испытаете истинное процветание, которое приходит от жизни в общении и гармонии со мной. Так что не бойтесь встречать трудности, которые встретятся на вашем пути, потому что я буду с вами всегда. Не расстраивайтесь, если вы столкнетесь с такими внушительными препятствиями, как горы, ведь среди них вы найдете возможности для роста и укрепления. Ваши испытания будут подобны ступенькам, которые приведут вас к победе, успеху и процветанию. Поэтому я призываю вас иметь непоколебимое доверие и отдать свою жизнь в мои руки. Повинуйтесь моей воле, чтобы в каждом вашем решении мой дух вел вас по пути, которому вы должны следовать. Возлюбленный сын, любимая дочь, я призываю тебя не следовать течению этого мира, а стремиться подчиняться моему слову и жить согласно принципам, которые оно содержит. Не поддавайтесь влиянию искушений и нечестных поступков вокруг вас. Ищите мудрости и руководства в моем слове, и все у вас будет хорошо. Вы сможете ощутить полноценную жизнь и истинное процветание. Помните, что если вы будете стремиться жить в послушании моему слову, я буду обильно благословлять вас, поскольку я желаю, чтобы вы процветали во всех сферах своей жизни и переживали истинный мир, счастье и процветание, которые исходят только от меня. Не удаляйся от меня и не позволяй миру разлучить тебя из моих любящих объятий. Доверься мне и всегда подчиняйся моим командам, потому что я всегда желаю тебе самого лучшего. Не расстраивайтесь из-за проблем, с которыми вы можете столкнуться сегодня. Поверьте, что моей благодати достаточно, чтобы поддержать вас.
Знай, что я всегда буду с тобой, слушая твои молитвы и отвечая по своей совершенной воле. Я люблю тебя, мой сын, я люблю тебя, моя дочь. Я говорю с вами сегодня, чтобы мой голос находил отклик в вашем сердце и разуме, постоянно напоминая вам о важности подчиняться моему слову и любить других с добротой и состраданием. Сегодня, мой любимый сын, моя любимая дочь, я благословляю тебя. Поднимите руки и позвольте моему свету сиять сквозь вас. Пусть мелодия моего голоса успокоит ваши тревоги, шепчет вам на ухо слова ободрения и мужества, ведущие к спокойствию среди жизненных бурь. Пойми, что это послание, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, не просто отражение, но живое выражение моей вечной любви и моего горячего желания видеть тебя полным процветанием. Запишите эти слова в своем сердце, пусть каждая фраза будет бальзамом для вашего духа, а каждое учение – путеводным светом, освещающим ваш путь. Поверьте мне, когда я скажу вам, что я понесу ваше бремя и облегчу ваши заботы. Представь передо мной все свои проблемы, даже те, которые ты считаешь непреодолимыми и неразрешимыми. Положите их у моих ног, и вы увидите, как я их решаю. Доверие ко мне откроет дверь к глубоким и позитивным изменениям в вашей жизни. Не бойтесь, когда ваши противники говорят вам, что вы не можете этого сделать, что вы этого не достигнете, и ставят препятствия на вашем пути, потому что сегодня я говорю вам, что вы не одиноки. Я с тобой, продвигаясь как могучий гигант. Если ваши враги стремятся запугать вас, позвольте мне помнить, что ни один из них не имеет власти определить вашу судьбу. Вы не в руках ваших врагов, ты в моих благословенных руках. Если согласны, напишите в комментариях «Я в руках Божьих». Я источник света, который проведет вас сквозь тьму, компас, который укажет вам путь к миру и процветанию. Я протяну руки, чтобы поднять тебя из пропасти, в которой ты находишься, неся твое бремя и облегчая твои заботы. Вы не одиноки в этом путешествии. Любимый сын, любимая дочь, я рядом с тобой, поддерживаю тебя и защищаю на каждом этапе пути. Поэтому доверьтесь мне, и я помогу вам. Ты знаешь, что во мне ты найдешь путь, истину и жизнь. Я дверь, через которую вольется моя благодать и благословение. Через эту дверь вы найдете изобилие и радость. Желание вашего сердца, каким бы сложным ни было ваше прошлое, настоящее предлагает вам новый день. Я даю тебе возможность, которую этот мир и его боли никогда не дадут тебе. Шанс возродиться, новую жизнь, полную цели и смысла. Пришло время отпустить все ваши бунты и обиды и позволить моей любви и прощению течь через вас. Сожаления о прошлых ошибках больше не принесут вам пользы. Освободите то, чего быть не может, и откройте свой разум и сердце этому времени перемен и обновления. Даруй мне привилегию увеличить твою силу и облегчить бремя, которое тяготит тебя. Я горячо желаю, чтобы вы легко и без препятствий перешли в новый рассвет. Полный достижений и успехов, наполнитесь терпением в моей безграничной любви и не позволяйте критике других нападать на вас. Научитесь искусству прощать тех, кто причинил вам боль,
предлагая им возможность искупления и роста. Помните, что сострадание и милосердие – это добродетели, которые придают вам силы и делают вас более величественными с каждым днем. Поэтому прости тех, кто восстал против тебя. Распространяйте любовь и предложите еще одну возможность тем, кто закрыл для вас свои двери. Тогда все подтвердят, что я живу в тебе, а ты живешь во мне, мой любимый сын, моя любимая дочь. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что вы не одиноки. Я рядом с вами, и я пришел помочь вам подняться на эту гору, чтобы вы смогли достичь вершины и преуспеть в своем путешествии. Потому что я дам тебе силу и выносливость, необходимые для достижения всего, к чему ты стремишься в этой жизни. Поэтому не сомневайся, сын мой, дочь моя, и не позволяй жизненным испытаниям погасить твои мечты и надежды. Помните, что даже в самые мрачные моменты свет надежды никогда не гаснет. Никто не достигнет земли обетованной, не пересечев сначала пустыню, столкнувшись с невзгодами и испытаниями, но будьте уверены, что вы не одиноки в этой пустыне. Я на вашей стороне, как ваш проводник и постоянная поддержка. Я буду как защитное облако в палящую дневную жару, предлагающее тень и утешение в испытаниях, а ночью я буду твоим огненным столпом, дающим отдых, тепло и направление. Мой любимый сын, моя любимая дочь, пожалуйста, не сомневайся в моих словах. Доверьтесь мне полностью, и вы испытаете удивительные и обильные благословения, которые превзойдут ваши обстоятельства. Еще раз говорю вам, доверьтесь мне и не попадитесь в ловушку врага, потому что он попытается запутать вас, убедив, что ваша жизнь лишена цели, что проблемы и заботы перевешивают вашу веру. Но стойте твердо в слове моем, потому что, если пребудете во мне, то можете просить все, что пожелаете, и будет вам дано. Помните, что перед лицом жизненных невзгод самым глубоким ответом является молитва и размышление над моим словом. Итак, мой сын, моя дочь, возьмите меня за руку, и вы достигнете того, что превосходит ваше самое сюрреалистическое воображение. Ты преодолеешь все заботы и невзгоды, и победа твоя сбудется, мой любимый сын, моя дорогая дочь. Всегда ищите в молитве, не переставайте говорить со мной утром и ночью, ищите всегда и всем сердцем, держите слово мое близко к себе, и я вознаградю вас заметными благословениями, которые превзойдут ваши обстоятельства. Не сомневайтесь, упорствуйте, ведь все, что посеяно в слезах, пожнется в радости. Если вы действительно в это верите, покажите свою уверенность в комментариях, написав «Верю, Господи». Дорогой, дорогой, я понимаю, что ты активно участвуешь в достижении своих целей и проектов. Я признаю, что все ваши усилия отмечены усердием и самоотверженностью. Но прежде всего, не забывайте о важности молитвы и не отодвигайте мое слово на второй план. Есть такие, которые надеются на себя, презирая советы и мудрость, содержащиеся в моем слове. Эти люди не только живут вдали от моей воли, но также движимы исключительно материализмом и стремятся достичь своих целей без реального вознаграждения. Они тщеславны, попавшие в ловушку своей гордыни и высокомерия, принижают смиренных и насмехаются над теми, кто с любовью чтит мое слово.
Их гордость окутывает их темным плащом, скрывая их истинные намерения. Они часто забывают, что простота и смирение составляют основу истинного величия. В поисках признания и власти они игнорируют мое слово и содержащиеся в нем принципы, живя в слепоте и эгоизме, будучи пленниками собственного эго, которое только сеет разделение и порождает конфликты. Поэтому, драгоценный сын, драгоценная дочь, я прошу тебя ни за что на свете не презирать эти слова. Пусть ваше сердце не смущается и не боится того, что произойдет, потому что все, что вы делаете, каждое начинание, которое вы предпринимаете, я буду преуспевать. Не сомневайтесь во время невзгод, не расстраивайтесь, если не увидите быстрых результатов, ведь время, необходимое для достижения поставленных целей, несущественно. Что действительно важно, так это то, что ты никогда не сдаешься, потому что каждый твой шаг приближает тебя к твоим мечтам, к тем стремлениям, которые я внушил тебе. Всегда помните, что вы обладаете невероятным потенциалом, поскольку я наградил вас способностями, талантами и дарами, которые проявят чудесные и необычайные события в вашей жизни. Верь в меня, мой любимый сын, моя любимая дочь. Ну, так и останется. Я всегда буду рядом с вами, направляя и поддерживая вас на каждом этапе пути. Храните свою веру мужественно и решительно и никогда не забывайте, что со мной на вашей стороне вы достигнете всего, что намеревались сделать. Я превращу каждое препятствие на вашем пути в возможность для роста и обучения. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, действуйте с непоколебимой верой, мужеством и уверенностью, ибо ваш успех обеспечен. Не позволяйте ничему и никому обескуражить вас, и не позволяйте печали укорениться из-за ропота тех, кто может говорить против вас. Не беспокойтесь о постоянной критике, которая может возникнуть, когда вы стремитесь к осуществлению своей мечты, поскольку найдутся те, кто будет ставить препятствия на вашем пути из зависти и ревности. Вместо этого давайте идти с мужеством и непоколебимой верой, искренне свидетельствуя с честью и честностью. Не уставайте доверять мне и моим обещаниям, потому что единственное, что вы пожнете, это сострадание и преданность делу в свое время. Помните, что за темной долиной теней находится широкий сад моих обещаний, место, где цветет надежда, и каждый шаг приближает вас к вашим самым сокровенным чаяниям. Это царство, где сбываются ваши мечты, где в изобилии расцветают любовь и благодарность. Там вы найдете радость, мир и бесчисленные блага для себя и всех ваших близких. Поэтому идите по этому пути смело и решительно. Мой сын, моя дочь, продолжайте идти вперед и никогда не пугайтесь проблем, испытаний или невзгод. Продолжайте упорствовать, зная, что в конце вашей борьбы вас ждут великие награды и великолепные благословения. Продолжайте идти, сын мой, дочь моя, и пусть терпение будет одной из ваших добродетелей, а вера – щитом от сомнений, страха и разочарования. Терпение – это ключ, который откроет двери к успеху и позволит вам упорствовать перед лицом невзгод. Между тем, вера даст вам силы преодолеть любые препятствия и смелость продолжать двигаться вперед. Если ваша вера в меня сильна, выразите ее в комментариях, написав «Моя вера нерушима».
Будь уверен, что я с тобой, и все, что с тобой произойдет, в конечном итоге послужит твоему благополучию, мой любимый сын, моя любимая дочь. Имейте веру и терпение в качестве своих союзников, потому что через них вы осуществите все мои обещания. Они откроют двери благословений и проявят возможности, которые помогут в достижении цели вашей жизни. Всегда помни мои слова, сын мой, дочь моя, напиши их в своем сердце и повесь на шею. Они будут вести вас, как маяк, освещая ваш путь. Они станут компасом, который приведет вас к счастью и успеху. Примените их на практике, и я уверяю вас, что все ваши начинания увенчаются успехом. Никогда не переставай доверять мне. Я всегда буду действовать от вашего имени, даруя вам жизнь, наполненную миром, благословениями и процветающим изобилием. Имейте непоколебимую веру в меня всем своим разумом, всей своей силой и всем своим сердцем. Я дарую благодать, благосклонность и благословение в вашей жизни и жизни тех, кого вы любите. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Проявите упорство до конца, и я обещаю, что вы пожнете мои благословения. Продолжай, не останавливайся. Вскоре благословения, которых ты заслуживаешь, будут доступны тебе, дорогой сын, дорогая дочь. Не покидай своего пути и не покидай место, куда я тебя поместил. Не позволяйте препятствиям заставить вас усомниться в своем направлении или отказаться от обещаний благословения, которые я дал вам. То, что вы сейчас переживаете, не определяет вашу судьбу. Это знак того, что в вашей жизни вот-вот произойдет что-то великолепное. Вставайте и идите вперед, потому что с каждым шагом вы приближаетесь к благословениям, которых жаждете. Не уставайте и не позволяйте тому, что видят ваши глаза, обескураживать вас, а тем более позволяйте мнению других ограничивать потенциал, который я вложил в вас. Потенциал, который приведет вас к благословенному и процветающему будущему. Доверьтесь мне всем своим сердцем, и я принесу огромную пользу и благословение в вашу жизнь и жизнь ваших близких. Верьте до конца, потому что в этом заключена уверенность в том, что произойдет. Пришло время собраться с силами и твердо продолжить свой путь. Вы скоро станете свидетелем выполнения моих обещаний. Не уставайте и не сомневайтесь в своих силах. Помните, что вас не определяют неудачи или потери, и не позволяйте словам других влиять на вас. Презирайте негативный ропот тех, кто не понимает моего учения. Они могут завидовать твоему сострадательному сердцу, но знай, что моя любовь к тебе нерушима и мои благословения гарантированы независимо от твоего мнения. Не позволяйте своему сердцу тревожиться, закрепите его в непоколебимой вере. Потому что именно в этой вере ты найдешь силы преодолеть любое препятствие. Я прихожу к вам сегодня, чтобы успокоить ваше тревожное сердце, обновить вашу веру. Верьте в мою способность вести вас, расступаясь в море или идя по воде. Доверьтесь сверхъестественной силе, которую я дарую вам, которая пронесет вас через засушливые пустыни и бурные моря. Почувствуйте, как моя любовь и сила окутывают вас, пока я веду вас в будущее, полное благодати и благословений. Если вы принимаете это с открытым сердцем в своей жизни,
В комментариях напишите «Принимаю, Господи». Не бойтесь возможности неудачи, потому что я здесь, чтобы укрепить вас, залечить раны в вашем сердце, рассеять сомнения и неуверенность, которые сдерживают вас, и питать вас, чтобы вы стали человеком мудрости и благословения. Продолжайте двигаться вперед с непоколебимым доверием ко мне. Планы, которые у меня есть на тебя, велики и прекрасны. Не позволяйте мирским проблемам обескуражить вас. Я призываю вас не зацикливаться на прошлом и не беспокоиться о будущем. Испытайте мою любовь и силу в настоящем, в жизни тех, кого я люблю. Всегда есть возможность начать все сначала, шанс переписать свое повествование. Позвольте мне сформировать ваше будущее своими божественными руками, преобразив вашу жизнь возможностями и благословениями. Следуйте только моим словам, а не суждениям мира. В моем руководстве вы найдете мудрость, необходимую на каждом этапе вашего пути. Мое направление приведет вас к самореализации и успеху, позволяя вам достичь своих стремлений. Ходите с верой и постоянно слушайте мой голос, освещающий путь к изобилию и вечной радости. Поймите, что сегодняшние проблемы – это всего лишь ступеньки на пути к величию, которое вас ждет. Не медлите, ведь каждое препятствие несет с собой урок, приближая вас все ближе и ближе к предназначенному вам великолепию. Помните, что каждое препятствие – это возможность усилить себя. Формируйте свой характер и готовьтесь. Не останавливайтесь на середине пути, не позволяйте унынию заставить вас повернуть назад. Верьте в потенциал, который я вложил в вас, в силу, заключенную в вашем внутреннем поиске. Не ограничивайте себя тем, что вы считаете невозможным, потому что, хотя путь и труден, каждый шаг приближает вас к осуществлению вашей мечты, осуществлению ваших желаний и великим и прекрасным благословениям, которые я всегда сохранял для вас. Ты. Продолжай идти, сын мой, продолжай идти, дочь моя, мужественно и решительно. Благодаря своей настойчивости вы найдете путь к полноте мира и процветания, к которым вы так стремитесь. Поверьте, и так будет. Продолжайте молиться, потому что я слушаю. У меня есть для вас мысли о доброте и великих благословениях. Сегодня я хочу открыть тебе все то добро, которое я сохранил для тебя с того дня, как сформировал тебя, ведь ты произведение моей любви и благодати. Я создал все, что существует, чтобы обеспечить вас и удовлетворить ваши потребности. Поэтому знай, что я дам тебе все, о чем ты мечтал, все, что ты просил у меня. Не будет никаких препятствий или проблем, которые остановят мои благословения в вашей жизни. Поскольку все, что я делаю, делается целенаправленно, приготовьтесь, потому что то, что вы собираетесь получить, это не просто случайность, а мое желание и добрая воля для вашей жизни. С сегодняшнего дня твои печали закончатся, в вашей жизни больше не будет боли. Сегодня новый день, когда я выполню каждое из своих обещаний, данных тебе. Все, что вы когда-либо хотели, я сделаю для вас победоносной и выдающейся фигурой. Это не случайность, а результат ваших усилий и послушания моему слову. Если вы уже можете это представить, напишите
с Богом я уже победил. Я понимаю, что не всегда было легко двигаться вперед. Было время, когда ты отклонился от моего слова, потеряв направление. Но как только взойдет утреннее солнце, ваша будущая слава превзойдет ваше прошлое. Ваши благословения будут значительно умножены. Все пожертвования и помощь, которую вы оказываете бедным, больным и нуждающимся, не останутся незамеченными. Ничего из того, что вы сделаете, не будет напрасным. Я также хочу, чтобы вы знали, что я обновляю ваш дух, ваш энтузиазм к жизни. Я возвращаю вам все, что враг и мир пытались у вас украсть. Все дары и благословения в духовной сфере уже ваши. Поэтому вставайте каждое утро и поручите мне управлять всем, что вы делаете. Посвяти мне первые мгновения своего дня. Продолжайте с верой и ожиданием получить благословения, которые раскрываются перед вашими глазами. Держитесь за них и не позволяйте им ускользнуть, ведь я дарю их вам из-за вашей преданности и любви ко мне. Продолжай идти, сын мой, не сомневайся, дочь моя, делай твердые и уверенные шаги на пути к успеху и процветанию. Помни, что я буду с тобой, держа тебя в своих руках. Продолжайте двигаться вперед без колебаний. Удалите сомнения и страх из своего разума, потому что никто не сможет вас опозорить. Я уберу с твоего пути твоих врагов, тех, кто в гневе смотрит на то, как я благословляю тебя и процветаю, изобретая ложь, о которой они никогда не пожалеют. Я удалю из твоей жизни тех, кто восстал против тебя, потому что они тоже восстали против крови, искупившей их. Поэтому, сын мой, дочь моя, отвернись от этих злых, тех, кто выдумывает клевету на своих братьев, языком своим нападает и унижает, губит невинные семьи, топчет избранную пшеницу и помогает расти плевелам. Они изображают свои извращения как правильное учение, они подобны волкам, одетым как овцы. Держитесь от них подальше, потому что они получат заслуженную награду за свое зло. Что касается вас, продолжайте идти, не останавливайтесь на своем пути веры. Держите мое слово и слушайте мой голос. Прислушайтесь к моему совету, и я уверяю вас, что все будет хорошо. Если вам нужно услышать мой голос в своей душе, есть мое письменное слово. Откройте его страницы, с надеждой запечатлейте его в своем сердце. Верьте со страстью и повинуйтесь своему духу. Ты будешь рад, потому что на ее страницах обильные благословения и вечная жизнь, сын мой, дочь моя. Прими это слово и дорожи им, я подарю тебе все, о чем ты мечтала, все, что ты просила у меня. Никакое препятствие или проблема не помешает моим благословениям в вашей жизни, потому что я люблю вас, и моя воля всегда будет благословлять вас и процветать во всем. Вы достигнете задуманного плана, у вас есть мое благословение, и это часть моей воли. Не уставай доверять мне, не расстраивайся, если дела пойдут не так, как ты ожидал, и не позволяй эмоциям ослабить тебя. Встаньте и будьте сильными, потому что сейчас не время колебаться, а тем более держаться своих обещаний и притворять свое слово в жизнь. Помните, что я вложил в вас необыкновенную жизненную цель, наделенную великими качествами,
дарами и талантами, чтобы вы могли достичь всего, что задумали. Ты особенный и неповторимый. Я избрал тебя прежде создания мира. Если вы благодарны мне за дыхание жизни, которое я вам дал, выразите это в комментариях, написав «Спасибо тебе за все, Вечный Отец». Вам было предначертано достичь великих и чудесных свершений через веру. Так что не сдавайтесь, сражайтесь мужественно и решительно. Делайте все возможное, и я открою новые двери в вашей жизни, двери, которые принесут благословение и возможности для нового и лучшего начала во всем, что вы предпринимаете. Я хочу, чтобы ты всегда помнил, что я твой Бог и защитник. Я предназначил тебе благословение и процветание во всех аспектах твоей жизни. Я обеспечу все ваши нужды своим обильным богатством, и мои планы относительно вас всегда направлены к добру, а не ко злу. Так что не расстраивайтесь из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь сейчас. Не поддавайтесь предстоящим трудностям и испытаниям, вместо этого встаньте и радуйтесь. Прогоните страх и печаль и оставайтесь сильными во имя Иисуса. Отвергни все злые дела. Скажи мое слово и востребуй благословения, которые я дал тебе. Не позволяйте врагу украсть у вас то, за что вы так упорно сражались. Сопротивляйтесь, и он убежит. Помните, что у него нет реальной силы или авторитета, он уже потерпел поражение на Голгофском кресте. Он всего лишь обманщик, пытающийся сбить вас с пути, но доверьтесь мне всем своим сердцем, и я буду направлять ваши шаги, придавая ему силу, подобную силе буйвола. Ничто и никто не сможет вас остановить. Поэтому, сын мой, дочь моя, вставай смело и живи согласно той цели, которой ты призван, цели успеха и процветания. Перестаньте оглядываться назад и сожалеть о прошлых ошибках, поскольку никакая сложная ситуация, какой бы мрачной она ни была, не может определить вашу судьбу. Твоя судьба в моих руках, я задумал это еще до основания мира, и это великолепно. Не позволяйте ничему мешать вашему прогрессу. Не позволяйте ничему обескуражить вас. Доверьтесь мне полностью, и у вас будет новое начало, где все, что вы предпринимаете, будет благословенным и процветающим. Помните, что моя воля для вас всегда добрая, приятная и совершенная. Не сомневайтесь в этом ни на мгновение. Продолжай верить, что я не оставлю тебя, пока не выполню свои обещания, сын мой, дочь моя. Я прихожу к вам со словами любви и силы. Я хочу напомнить тебе, что твое будущее в моих руках, и с тобой ничего не происходит случайно. Моя божественная цель жива в тебе. Я никогда не оставлю тебя и обещаю, что если ты мне поверишь, все будет хорошо. Я буду с тобой во всех твоих начинаниях, благословляя и процветая дело рук твоих. Оставайся верным и доверься мне, моему сыну, моей дочери, и не позволь врагу победить тебя. Даже в самые трудные минуты стойте твердо, со смиренным и преданным сердцем. Не позволяйте течениям мира влиять на вас. Держись моих обещаний и живи моим словом. Ваша награда будет велика, я умножу твои блага обильно, насыщая благодатью, добротой и милосердием,
пока твоя душа не переполнится радостью и счастьем. Помните, что я всегда работаю в вашу пользу, и вас ждет дождь благословений, о котором вы даже не подозревали. Откроются новые двери, открывающие большие возможности. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, продолжай идти, не сдавайся и не расстраивайся из-за проблем, с которыми ты сталкиваешься, включая борьбу и испытания. Они пройдут и станут свидетельством того, что доверяющие мне получат справедливую награду. А теперь прославьте меня в комментариях, написав громкое «Слава Богу». Я Бог и никому ничего не должен. Поэтому вы должны продолжать доверять мне, прилагая все усилия каждый день, всегда зная, что моя милость и благосклонность будут на вашей стороне, направляя вас к успеху и процветанию, которые я запланировал для вас. Я люблю тебя глубоко и безоговорочно. Я с тобой забочусь о тебе и охраняю твою душу. Ищите в молитве и позвольте мне наполнить вас. Я позабочусь обо всех ваших нуждах, наполняя вашу жизнь своим покоем, радостью и силой. Я собираюсь сделать что-то чудесное в твоей жизни, потому что ты был избран победить и получить благословение. Внимательно слушайте мой голос, потому что сегодня я обращаюсь к вам, чтобы сказать вам: не расстраивайтесь и не бойтесь того, что должно произойти. Не позволяйте беспокойству проникнуть в ваше сердце и не позволяйте страху затмить ваш путь. Я рядом с тобой, я иду с тобой даже посреди твоей борьбы и испытаний. Я не брошу тебя. Я здесь, чтобы поддерживать и защищать вас, пока вы путешествуете по этому миру. Не позволяйте невзгодам победить вас, а критике и ропоту других сломить вас. Среди всех твоих испытаний и борьбы я с тобой. Я видел твою веру даже перед лицом вражеских атак. Я был свидетелем того, как ты оставался твердым и непоколебимым, являясь подлинным свидетельством моей любви и силы. Восстанови свои силы сейчас, сын мой, дочь моя, и встань с решимостью. Не забывай, что в конце темной долины теней ты найдешь обширный сад моих обещаний. Там вы обретете радость, мир и обильные благословения. Именно в этом месте вы увидите поток благословений для вас и будущих поколений. Всегда помните, что я держу свои обещания и сдержу их в вас. Поэтому, сын мой, дочь моя, я еще раз прошу тебя в этот особенный день: не сдавайся. Не отдавайте свою волю напрасным и нечестным вещам. Сопротивляйтесь и сохраняйте свою силу и мужество посреди шторма. Я буду творить чудеса в вашей жизни, совершая вместе с вами подвиги, показывая вам, что моя любовь и сила безграничны и всегда будут работать в вашу пользу, ведя вас к жизни, полной мира и процветания. Не забывай, что мое присутствие защищает тебя, и моя милость никогда не иссякает. Ничто и никто не сможет отнять благословения, которые я приготовил для вас и будущих поколений. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, двигайся вперед смело и уверенно во мне. Пусть моя любовь окутает тебя и направит к благополучной и успешной судьбе, которую я приготовил для тебя. Никогда не забывай, что ты мое драгоценное сокровище, и я буду с тобой, держа тебя за руку,
и с бесконечной любовью наблюдая за твоими мечтами, целями и желаниями. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Если ты тоже меня любишь, вырази свою любовь ко мне в комментариях, написав: «Я люблю тебя, Господь». Знай, что я люблю тебя чистой и чудесной любовью. Я был с тобой, я с тобой сейчас и всегда буду рядом с тобой. Ваша семья занимает особое место в моем сердце, и многие из ваших молитв скоро будут услышаны. Приходящие благословения прекрасны и обильны. Не бойтесь, потому что ваша помощь и спасение приходят с небес, и ничто не сможет преградить ей путь. Могут возникнуть проблемы, а противники могут размножиться, поскольку в духовном мире есть силы, которые яростно и беспощадно восстают против вас. Но, повторюсь, не бойтесь. Вам не причинят никакого вреда. Мои ангелы окружают тебя, и мое славное присутствие защитит тебя от всего зла. Не судите и не держите зла ни на кого, потому что ваша истинная битва не против них. Ваши атаки исходят от скрытого врага, скрывающегося в тени, хитрого противника, который расставляет ловушки, чтобы заманить вас в ловушку, использует посланников и слуг для ведения битвы, которая может привести к глубокому разочарованию, заставив вас споткнуться. Чтобы бороться с этими злонамеренными духовными силами, присоединяйтесь к моей армии ангелов посредством восхваления и поклонения. Встаньте на колени в молитве рано утром, поскольку это крайне важно с приближением последних времен. Подготовьте свою душу, сообщите об этом своей семье и соберитесь в молитве у себя дома. Позвольте моему Святому Духу взять под контроль вашу жизнь. Предоставленный. Я буду твоим владением и развею твой страх, наполняя твое сердце уверенностью. Враг коварен и коварен, но не бойся и не сомневайся, ибо он не всемогущ, не вездесущ и не ведает твоих мыслей и моих планов. Он наблюдает за вашим прогрессом с жгучей завистью. Многие трепещут и боятся этого противника, когда он нападает, забывая, что у них есть Бог, столь великий и могущественный, с которым никто не может сравниться. Вы находитесь под защитой вашего всемогущего Бога. Моя благодать защищает тебя от зла. Нет силы, которая могла бы победить вас, и никто не может вас обвинить. Я твой защитник и защитник. Никто не сможет вырвать тебя из моей руки. Не позволяйте страху ослабить ваши колени. Придержите свои мысли. Никогда не верьте, что у врага больше силы, чем у вашего Небесного Отца. Даже если он настойчив и хитр, он будет продолжать преследовать вашу жизнь, выжидая моментов слабости или покинутости, моментов, когда вы почувствуете, что у вас перехватило дыхание или вы вот-вот упадете. В эти минуты воззови ко мне через молитву, и я отвечу тебе. Я дал тебе силу и защиту. И если вы сегодня беспокоитесь о своих детях и их будущем, просто помолитесь за них и доверьтесь себе. Ты тоже меня любишь, дорогой сын, дорогая дочь. Покажите это в комментариях, написав: «Я люблю тебя, Господь». Двигайтесь вперед без сомнений, потому что я дам вам необходимую силу, чтобы оставаться твердым на своем пути. Трудности не ослабят ваш дух, потому что я наполню вас радостью и миром,
позволяя вам без беспокойства наслаждаться моими благословениями. Я буду твоим щитом и твоей силой, я буду охранять тебя и сдерживать зло. Скажите своим близким, чтобы они открыли мне свои сердца, позволяя мне заботиться о них и любить их, как хороший отец, которым я являюсь. Я никогда не подводил тебя и никогда не подведу, потому что я всемогущий Бог, независимо от того, что другие могут говорить или делать против тебя. Моя любовь к тебе никогда не колеблется. Хорошие вещи приходят в вашу жизнь. Я открою двери, которые вы считали закрытыми, и вы начнете процветать. Оставь мои обещания и мои заповеди. Теперь приходи каждое утро и слушай новые сообщения, которые у меня есть для тебя. Склоните свое сердце и преклоните колени в ежедневной молитве. Всегда будьте начеку, так как враг не отдыхает. Он будет ждать, пока ты отвлечешься и ослабнешь, пытаясь заставить тебя забыть данные мне обещания. Теперь я объявляю, что они исполнились в тебе. Я провозглашаю тебя победителем и храбрым, торжествующим и сильным человеком. Твоя вера несокрушима, твое желание служить мне прекрасно и твердо. Я хочу, чтобы вы начали думать по-другому. Вы больше не жертва врага, потому что он уже побежден, а вы более чем победительны. Я с тобой. Встаньте и провозгласите это. Я воин Отца моего Небесного, бесстрашный на своем пути. Твоя сверхъестественная сила творит чудеса в моем сердце. Моя семья и я в твоих руках защищены, благословлены и окутаны твоей любовью. Обещаю, сын мой, дочь моя, дать тебе все доброе, о чем ты попросишь в молитве. Приди ко мне, и я благословлю твою жизнь, твою семью, твою пищу, твои пути. Я удалю все болезни из твоего тела, избавлю твой разум от плохих воспоминаний, облегчу твое бремя, освобожу тебя от долгов и окружу тебя благословениями. За то, что ты доверился мне, ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод с сильными и здоровыми корнями. Зеленые листья и прекрасные семена, которые размножаются и растут, делясь благословениями и жизнью с окружающими. Не убоишься зноя, дашь тень нуждающимся и утешение уставшим от своих грехов. Во время засухи не волнуйтесь, и вы никогда не перестанете приносить плоды. Я окажу тебе свою благосклонность и подарю тебе свой мир. Вы всегда будете уверены, что доверите все свои дела в мои руки, и все ваши планы осуществятся. Вы и ваша семья будете спасены от надвигающихся бедствий. Мои ангелы всегда будут окружать тебя, чтобы защитить тебя. Я наполню тебя радостью и миром, и ты будешь счастлив на всю вечность. Не бойтесь и не огорчайтесь, ибо я с вами. В комментариях напишите «Со мной Бог», если верите моим словам. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя своей победоносной правой рукой. Что бы ты ни делал, делай это с добрым сердцем, потому что ты делаешь это для меня. Я вознаградю ваши усилия прекрасным наследством. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое благоразумие. Познайте пути ваши, и я сделаю стези ваши прямыми. Я твое воскресение и твоя жизнь.
И даже если ты упадешь на землю, ты воскреснешь, потому что тот, кто поверит в Меня, никогда не умрет. Всегда сохраняйте смирение, сохраняйте кротость. Будьте терпеливы и терпимы. Не позволяйте себе беспокоить тех, кто приходит вас провоцировать. Не отвечайте криками и не подвергайтесь насилию. Я дал тебе смелое сердце, но я также хочу, чтобы ты поступал мудро. Если ты когда-нибудь снова почувствуешь страх, доверься и найди мое лицо, и я помогу тебе. Я защищу тебя от зла, я сохраню тебя, я буду охранять твои приходы и уходы. Моя рука будет на тебе в твоем доме, и когда ты будешь впредь путешествовать, всегда помни, прежде чем встать, что я твой Бог, ведущий тебя правой рукой. И спокойным голосом говорю тебе: не бойся, я с тобой, я всегда тебе помогу. Я тебя люблю. Никогда не чувствуйте себя одиноким и забытым. Завистники могут прийти напомнить вам о ваших прошлых ошибках, пытаясь пристыдить вас, вспоминая ваши грехи, но не слушайте их. Не позволяйте горечи и печали захватить вашу жизнь. Даже если все бросят тебя, я всегда буду рядом с тобой. Я никогда не оставлю тебя, чтобы ни говорил мир. Для меня ты всегда будешь прекрасным и искренним человеком, которого я так сильно люблю. Не тратьте свое время на бесполезных людей, которые плохо отзываются о тех, кого не знают, наполняя их разум мусором и ложью. Ищи моего лица, жажди моего слова и укройся под моей тенью, покрывая любовью все, что видишь. Я бережно создавал океаны, небо и горы. Время нечестивых ограничено, но твои дни никогда не закончатся. Я дал каждому великую свободу выбора жизни и истины. Я тронул ваше сердце, и вы ответили благодарностью. Я благословлю тебя. Эти грехи, я их не помню, брошены в морскую пучину. Прямо сейчас я снимаю бремя и угнетение, которые беспокоят. Твой разум – тайная печаль, которую ты все еще хранишь в своем сердце. Я изменю твое отношение и придам тебе еще больше смелости. Я хочу, чтобы вы проснулись с энтузиазмом и встретились лицом к лицу с жизнью. Величайшие благословения в этом мире достаются тем, кто по-настоящему верит в Меня. Держите мое слово со смиренным сердцем и не позволяйте силе вскружить вам головы. Небеса довольны твоим решением впустить меня в свою жизнь. Следуй моему слову и подчиняйся. По твоей вере я верну все, что было у тебя отнято. Иди уверенно, твоя судьба в моих руках. Все ваши враги побеждены. Ну же, спроси меня с верой обо всем прекрасном, что живет в твоем сердце. Я подарю их тебе с любовью. Я отдам тебе справедливость. Я был свидетелем всей вашей борьбы и страданий. Ваши враги воспользовались вами, и вы поступили благородно. Ты не жаждал мести. Сохраняйте спокойствие и не теряйте покой. Ты знаешь, что все в моих руках. И я лично буду противостоять всем, кто обидел тебя. Я буду продолжать укреплять ваше сердце, как и вы, принимая это слово, которое окружает вас любовью, мудростью и дневным светом, освещающим поле.
Мое присутствие будет сиять в каждой части вашего существа, в вашем доме, в вашей работе, и я придам вам еще больше смелости, чтобы принимать решения без страха. Откройте дверь ложным друзьям или пожирателю. Отныне доверяй только мне. Я могу рассчитывать на вас. Если да, драгоценный сын, драгоценная дочь, докажи это в комментариях, написав «Рассчитывай на меня, Господи». Приходите и примите это слово, которое я вкладываю в вас каждое утро. С верой и трудом поливайте этот сад, и вскоре вырастут красивые растения, прекрасные цветы и лиственные деревья, делясь благословениями и жизнью со всеми вокруг вас. Никто не будет играть вашими чувствами, и никто вас не обманет, потому что я даю вам свою мудрость и духовную чувствительность, чтобы вы могли слушать, видеть и принимать мудрые решения, чтобы вы не реагировали на какую-либо ситуацию под давлением других. Ты вернешься в мой покой, и внимание, окружавшее тебя, рассеется, отогнав всех твоих врагов. Проводите время со мной каждый день, а также уделяйте время и внимание своей семье. Встречайте каждое утро с улыбкой и не ложитесь спать, злясь ни на кого. Не судите и не кричите ни на кого. Я дам тебе силу, необходимую тебе, чтобы сначала искать меня, прежде чем принимать важные решения. Не пытайтесь решать проблемы, когда вы устали, и не берите рабочие проблемы с собой домой. Добрый ответ успокаивает гнев. Никогда не отвечайте резкими словами и никогда не реагируйте насилием. Не поднимайте руку ни на кого. Я искренне хочу благословить вас любовью, нежностью и святостью. Я не хочу, чтобы твой дом был наполнен нечистыми словами, даже в жестах. Сохраните то, что исходит из ваших уст, и пусть каждая комната наполнится ароматом чистоты духа и сердца, священного источника. Вы не можете заставить течь чистую воду, и в то же время из вашей души течь грязную воду с примесями. Пусть ваш дом наполнится ароматом мира и душевной гармонии. Я знаю, что ты не будешь идеален, но постарайся. Вам нечего терять. Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы слово мое отзывалось в каждом уголке вашего дома, как бы вы его ни хвалили. Пусть ваши стены вибрируют, повесьте простые изображения с воодушевляющими словами. Если вы хотите доставить мне удовольствие, позвольте мне увидеть, как это святое слово преображает ваше существо и ваш дом. По мере изменения вашего существа вы восстановите всех, кого любите, и у них появится мотивация открыть мне свои сердца. Наконец, вы увидите, что я настоящий Бог, а не просто обязательная традиция. Я твой всемогущий Бог. Я хочу, чтобы ты знал, что я дам тебе вечную милость. Я здесь, чтобы защищать и оберегать тех, кого люблю, вечно баюкая их в своей ладони. Когда ты любишь меня и слышишь мой голос, ты согреваешь мое сердце. Ваше понимание и послушание приближают нас. Ваша жизнь претерпевает прекрасную трансформацию, и ваш характер становится сильнее с каждым днем. Ты тот, кто любит меня и верит в меня, и я хочу, чтобы ты помнил, что с какими бы трудностями ты ни столкнулся, я сегодня с тобой. Я защищу тебя от любого противника и дарую тебе победу. Я верну все, что было у тебя отнято,
но для этого ты должен искренне верить всей верой в своем сердце. Это ваш случай. Вы думаете? Если верите, покажите мне в комментариях, написав «Верую Господи». Я умножу твои дарования и таланты, возвысив тебя в почете. Я одену тебя в новые одежды и покрою твою голову святым оком. Вы меняетесь, и ваши прошлые раны заживают. Я бросаю ваши грехи в морскую пучину, и вы должны держаться за эту надежду день и ночь. Ты услышишь мой голос, когда выйдешь из дома и когда вернешься в свою постель. Почувствуйте мое присутствие рядом с вами, и вы обретите покой и утешение, ища меня со своей верой. В этом году я приготовил для вас бесчисленные благословения. Итак, готовьтесь мудро, потому что это исполнится во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я говорю с тобой с любовью, лаская твое сердце. Наши совместные утренние молитвы – прекрасный момент. Эти мгновения поднимаются на крыльях к самым высоким облакам. Я слышу все ваши просьбы и дам вам больше, чем вы просите. Я подарю тебе спокойствие, безопасность, эмоциональную силу и мудрость. Почтите меня, веря в мое обещание, и я благословлю вас обильно. Я буду присматривать за всей вашей семьей, защищая ее от вреда и нападений. Страх не остановит вас, потому что у него есть истинная и чудесная цель в этом мире. Если вы продолжите молиться, ваша вера будет творить чудеса. Двери небес открываются, и мой Святой Дух всегда готов направлять и утешать вас. Господь, когда невзгоды встают передо мной, как высокие горы, напомни мне, что посреди них я найду возможности для роста и укрепления своей веры. Пусть я не боюсь трудностей, ведь я знаю, что Ты всегда со мной. Помоги мне увидеть возможности для победы, успеха и процветания среди сложных ситуаций, любимый Отец. В Твоем присутствии я нахожу не только далекого Бога, но и сострадательного Отца, который заботится о каждой детали моей жизни. Даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, я доверяю Тебе, зная, что Ты – Бог, идущий передо мной, как могучий гигант. Пусть я не поддамся голосам, которые пытаются сбить меня с Твоего пути, но пусть я останусь твердым, слушая Твой голос, который звучит мягкой мелодией в моем сердце. Когда раздаются голоса противников, пытающихся посеять сомнения и разочарование, позвольте мне помнить, что ни один из них не имеет власти определить мою судьбу. Я не в руках моих врагов, а в Твоих благословенных руках. Ты источник света, который укажет мне путь во тьме, компас, который укажет мне путь к миру и процветанию на моем пути. Я признаю, что Ваша воля состоит не в том, чтобы я изолировал себя от мира, а в том, чтобы я не отождествлял себя с его вредными ценностями. Дайте мне возможность оказывать положительное влияние на свое окружение, делясь Вашей любовью и Вашей истиной. Пусть моя жизнь будет подобна маяку, который сияет посреди тьмы, предлагая надежду миру, который в ней так нуждается. Господь, я осознаю, что столкнусь с проблемами и препятствиями на своем пути. Но я верю, что даже перед лицом невзгод, огромных, как горы, я найду возможности для роста и силы.
позвольте мне рассматривать каждое испытание как шаг на лестнице победы, ведущий меня к триумфу, успеху и процветанию. Дорогой Отец, когда мир пытается отвлечь меня своими отвлечениями и искушениями, дай мне силы противостоять приходящим потокам, стремящимся увести меня от Твоей любви. Пусть меня не обманывают эфемерные и поверхностные обещания этого мира, но пусть я обрету истинную радость и процветание, следуя Твоим вечным заповедям и принципам. Посреди жизненных неопределенностей, Небесный Отец, я прошу, чтобы моя вера была непоколебимой и чтобы я полностью доверял Твоему руководству. Пусть меня не обескураживают проблемы и критика со стороны тех, кто не понимает вашей любви и вашего учения. Пусть мое доверие к Тебе станет щитом от сомнений и страхов, и пусть я буду двигаться вперед с верой и мужеством. Господь, среди ежедневных трудностей, я прошу Тебя укрепить мою стойкость. Пусть меня не расстраивает медлительность результатов, поскольку я понимаю, что время достижения моих целей не имеет значения по сравнению с путем не сдаваться. Дай мне мудрости понять, что каждый мой шаг приближает меня к мечтам, которые Ты поместил в мое сердце. Дорогой Бог, я осознаю, что временами я позволял своим приоритетам смещаться, не ища Тебя по утрам и вечерам. Прости меня, Отче, за пренебрежение важностью молитвы и слова Твоего. Возобнови во мне постоянное желание говорить с Тобой, чтобы свет Твоего водительства во всякую минуту освещал мои шаги. Господи милосердный, я понимаю, что истинное величие в простоте и смирении. Освободи меня от гордости и высокомерия, чтобы я мог осознать богатство следования Твоим принципам, а не искать только материальных наград. Помоги мне увидеть истинное величие в сострадании, щедрости и любви к другим. Когда невзгоды пытаются подорвать мою смелость, а Боже, напомни мне, что я под Твоей защитой. Я знаю, что Ты подобен защитному облаку в палящую дневную жару, дающему тень и комфорт ночью. Ты словно огненный столб, который направляет меня теплом и направлением. Я верю в Твое постоянное присутствие, укрепляющее меня в минуты уныния. Господи, пусть мое сердце будет полно прощения и сострадания. Даруй мне благодать отпустить обиды по примеру Твоего бесконечного милосердия. Пусть сострадание процветает в моем существе, предлагая возможности для искупления и роста тем, кто, возможно, обидел меня. В Твои руки я отдаю все проблемы, с которыми сталкиваюсь, зная, что Твоей милости достаточно, чтобы поддержать меня. Я верю в обещание, что, ища Тебя всем своим существом, я испытаю обильные благословения и истинное процветание, которое приходит от общения с Тобой. Господь, направь меня на путь терпения, поскольку я понимаю, что каждое испытание – это возможность для роста. В пылу трудностей помоги мне оставаться твердым, твердо стоять на Твоем Слове и доверять Твоему совершенному плану, даже когда я не до конца его понимаю. Дорогой Божией я осознаю величину Твоей любви, превосходящей пределы человеческого понимания. Пусть эта любовь будет силой, которая движет каждым моим действием. Сделай меня человеком, способным нести свет и надежду даже в самых мрачных обстоятельствах. Небесный Отец, я знаю, что я драгоценен в Твоих глазах,
потому что Ты выбрал меня еще до того, как я появился на свет. Пусть эта уверенность станет основой моей самооценки, чтобы я мог с уверенностью смотреть в лицо миру, помня, что я создан по Твоему образу и подобию. Господи, каждый шаг моего пути шепчет. В моих ушах звучали слова гнева. Пусть я не боюсь голосов, которые пытаются сбить меня с Твоего пути, но могу я слушать и подчиняться Твоему нежному голосу, который ведет меня к истинному счастью и удовлетворению потребностей. Бог Победы, когда горы кажутся непреодолимыми, помоги мне увидеть возможности для роста, скрытые среди их проблем. Пусть меня не обескураживают препятствия, но пусть я найду в каждом из них шаг к победе, которую Ты мне приготовил. Господь, Ты – источник моей силы и причина моей надежды, когда я сталкиваюсь с неопределенностью будущего. Позволь мне найти прибежище в Твоем постоянном присутствии. Пусть мое доверие будет прочно закреплено в Тебе, зная, что Ты надежный проводник среди бури. Дорогой, Отец, я осознаю важность сохранения непоколебимой веры, даже когда я не сразу вижу плоды своих усилий. Пусть я основываю свою веру не на приходящих обстоятельствах, а на Твоей вечной верности, которая никогда не перестает. Завершая эту молитву, Небесный Отец, я выражаю свою благодарность за Твое постоянное присутствие, за безусловную любовь, которая окружает меня, и за обещания, которые поддерживают мою надежду. Пусть я каждый день проживу в соответствии с Твоими принципами, веря, что благодаря Тебе я добьюсь процветания и мира. Во имя Иисуса, Вашего первенца и Спасителя человечества, мы просим Вас. Аминь. Завершите эту мощную молитву, оставив слово «Аминь» в комментариях, и с той же преданностью и непоколебимой верой помолитесь вместе со мной молитвой Господней. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Дай нам сегодня хлеб наш насущный, прости нам преступления наши, как и мы прощаем согрешившим против нас, и не введи нас в искушение, но избавь нас от зла». Аминь, драгоценный сын, драгоценная дочь, вырази, что ты один из упрямцев, дошедших до конца сегодняшних молитв, и ты пожнешь все благословения, которые проявятся через них, написав в комментариях «Я от Бога». Прежде чем ты уйдешь, мой любимый, знай, что я очень рад и не менее благодарен, что ты уделяешь несколько минут своего дня тому, чтобы побыть в единении и общении со мной. Я надеюсь, что вы по-настоящему поняли, что должно произойти в вашей жизни, и верите в это всем своим сердцем, поскольку на вашем пути ожидается много благословений. Также знай, что я буду еще счастливее, если ты захочешь провести еще несколько минут в моем присутствии. Для этого просто нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Я жду тебя.